7 загадочных холмов в районе Сармакова внимание ученых привлекли еще в начале прошлого века. Тогда их возраст определили приблизительно 4000 лет. Время, когда во всем мире была мода на пирамиды. Царские археологи и члены Кавказского горного общества приезжали сюда и хотели, в общем, раскопать. Я вам покажу еще, вот с той стороны есть вот проем там. Вот они пытались. И вот мой дедушка был главным религиозным лидером тогда на селе. И вот с ним посчитались и вот не стали, в общем, раскапывать, чтобы не беспокоить покой ушедших. Кто мог быть захоронен в кабардинских пирамидах? Ответ на этот вопрос пришел из местного фольклора. Место данное называется могила великана. Легенда гласит, что раньше, тысячелетия назад, во времена нартов, вот жили эти великаны, гиганты больших размеров. Свое неофициальное подтверждение красивая сказка нашла в 60-е годы прошлого века. У подножия пирамиды, где протекает река Малка, были найдены странные кости. Их длина достигала 3 метров. В советское время в чудовищ не верили, поэтому находку просто зарыли. Где, никто не помнит. Глава местного географического клуба «Дадо Клаб» Муает Мальсургенов уверен, останки принадлежат аборигенам. Когда читаешь вот этот эпос, там просто диву даешься описанию этих великанов. Ну, нарт это богатырь же, да? Да, богатыри, да. Ну, это же не великан. И про великанов там тоже упоминается вот борьба с великанами, там вот с чудовищами там разными. Самая главная пирамида великана почти 1000 метров над уровнем моря. Космопоиск определил размер 80 на 30. Сейчас краеведы думают, что бы это значило. Первая и единственная попытка добраться до могилы великана была предпринята около 10 лет назад. Успехом она не увенчалась. Зато на месте осталась вот эта большая яма, достаточно около метра глубиной. Могли ли с такими почестями хоронить снежных людей? Такой вопрос у ученых возникал. Кабарда – край Йети. Неизвестно, сколько они тут живут, но в нарском эпосе описание этих существ не найдено. Снежные люди, тоже проблема очень популярная сейчас. И уже 2-й год наши итальянские коллеги, известные ученые там, Луиджи Маниакотти, вот они хотят с группой приехать вот к нам, именно вот в адрес нашего клуба, и хотят экспедицию провести зимой. О своих находках местные краеведы хотят заявить как можно громче. Хотя горький опыт вандалистического отношения к собственной истории учит их быть осмотрительнее. Эта волна уже идет, и каждую зиму, вот зимний период они используют, даже вот используя эти бульдозеры, там, трактора, там, экскаваторы, раскапывают безжалостно вообще. И все это идет за рубеж и по дешевке продают. Совместно с Русским географическим обществом хранители кабардинских древностей готовят обращение к президенту. Этим заповедным местам необходим закон по сохранению памятников природы. Иначе еще десяток лет и от былых богатств не останется и следа. Виктория Герасименко, Виталий Проценко, РЕН-ТВ, Кабардино-Балкария, Сармакова.